В Грозный прибыли участники молодежного пресс-тура «Поезд без брони». Эта акция была организована в рамках проекта «Информационный поток». Всего более 60 молодых журналистов из разных регионов страны. Главная задача, как они сами говорят, донести до граждан России объективную информацию об истинном состоянии дел в Чеченской Республике. Знаете, начать нужно с того, что, как я уже писала в эссе, мы все проходили сюда конкурс, в эссе я писала, что мы все живем в одном доме. И мне, как жителю этого дома, обидно за чеченский народ. Обидно до глубины души, потому что я знаю, что это великая нация, это потрясающая глубокая культура с очень фундаментальными корнями, уходящими далеко в года, далеко века назад. Я знаю, что вы великий действительно народ, но две чеченские компании как будто перечеркнули все, что вы создали до этого, и тем самым крестом, который наложен сейчас, да, вот на вашу республику, такое ощущение, что это вам запрещает дальнейшее развитие. Это неправильно. Поэтому и моя цель, и цель других ребят была сюда приехать, прежде всего для нас посмотреть, что здесь на самом деле происходит, и показать другим людям. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Эта старая аксиома приобретает особый смысл в условиях нового времени. Но палка о двух концах. Можно владеть информацией самому, точно так же можно предоставлять информацию о себе другому. И возникает вопрос, а что знают о нас другие? О нас – это о Чечне и чеченцах. Если говорить о разного рода правящих кругах и мировых элитах, то они знают, что Чеченская Республика, как и весь Кавказ, зона их жизненных интересов. Ваххабиты знают, что все чеченцы – это мушрики, муртады и вообще бог весть что, но никак не мусульмане. Правозащитники в кавычках, наподобие мемориала, знают, что Чеченская Республика – большая черная дыра, где все подряд занимаются бандитизмом, убийствами и всяким прочим насилием. Причем во главе с Рамзаном Кадыровым. И если бы не они, доблестные защитники интересов чеченского народа, то все простые чеченцы давно были бы похищены, убиты или поголовно сидели бы в подземных тюрьмах. Все бы ничего, если бы они это знали для себя. Так нет же, всю эту муру они распространяют на весь мир с умным видом истины в последней инстанции. Что ж, оставим люмпянам от политики издержки их неполноценности, которую они рады бы распространить на весь мир. Сами же попробуем составить объективную картину об информации, касающейся Чеченской Республики и попадающей в последнее время на экраны телевизоров, полосы газет и интернет-ресурсы. С удовлетворением можно отметить, что за последние 2-3 года изменился вектор информационного интереса к республике. Если раньше львиная доля всего, что касалось нашей республики, носила негативный, а подчас и откровенно провокационный характер, то в настоящее время большая часть информации о республике идет в позитивном ключе. Тут можно было бы благодарить пишущую и снимающую братью, но не за что. Только ли за то, что объективно преподносит информацию, не искажая ее? Ведь тот объем позитивной информации о Чеченской Республике, который сейчас наблюдается в мировых средствах массовой информации, отнюдь не заслуга журналистов, и уж тем более не одолжение чеченцам. На самом деле, говоря языком научным, таковы объективные предпосылки. Объем позитивных преобразований, происходящих в Чеченской Республике, настолько велик, что игнорировать его не получится при всем желании. А намеренное искажение очень скоро будет изобличено, и автор потеряет всякое доверие читающего или телезрителя. Хотя, как ни странно, такие деятели, как широко известный Речкалов, автор фильма «Война» Балабанов, автор книги «За что Сталин выселял народы» Пыхалов, продолжают творить. Хотя вся их предыдущая деятельность как минимум тянет на разжигание национальной розни и клевету, а по большому счету всего лишь нездоровая фантазия убогих носителей комплекса неполноценности. Тем более странно, что они продолжают печататься, выходить на экран. Ну да бог им судья, благо не они погоду делают. Делают себе скандальное имя всего лишь. Я, к счастью, не смотрела сериал «Спецназ». Я не смотрю подобные вещи, которые дискредитируют незаслуженно какой-либо народ в глазах другого народа. Я считаю, что такие вещи, тем более сейчас, когда Чеченская Республика пытается отстроиться, пытается реабилитироваться, федеральные СМИ обязаны помогать. Они не то что должны, они обязаны помогать, потому что, простите, доля их вины в том, что, да, сейчас не все регионы Российской Федерации получают достоверную информацию, есть, и она велика. Поэтому, конечно, они должны освещать прежде всего хорошие культурные мероприятия, показывающие действительную жизнь в Чеченской Республике, в современной ситуации, то, что сейчас происходит. Сейчас у нас есть возможность доносить информацию о республике самим, не уповая, а что же напишут заезжие журналисты. В республике выходит более 2 десятков периодических изданий. 2 телерадиокомпании «Грозный» и «Война» регулярно выходят в эфир с обзором всех событий, причем ведется и онлайн-вещание в сети интернет.
Более того, Грозный ведет и спутниковое вещание, охватывая всю Европу от Португалии до Урала, Ближний Восток и Север Африки. И теперь в любой точке земного шара можно узнать свежие новости из Чеченской Республики. А уж интернет-ресурсом, профилем которого является информирование о сегодняшнем дне Чеченской Республики, не из числа. Конечно, среди них есть и откровенно провокационные, наподобие Кавказ-центра и Кавказского узла. Но их слава говорит сама за себя. Когда ехала сюда, я не буду говорить, что я боялась. Нет, я не боялась. Для меня это было очень интересно, потому что, да, я приехала с каким-то, конечно, знанием, да, как культуролог, о вашей истории, о нашей истории совместной, о культуре вашего народа и войнах в сумме. Но я поняла, что другие люди не знают ничего. И когда меня не отговаривали, меня спрашивали, зачем. И мне было достаточно 5 предложений о тех ребятах, кого я знала с Селигера, наш форум всероссийский. И когда люди понимали, кивали головами и говорили, а можно с вами? Я поняла, что это просто, нужно просто людям рассказать. В республике проходят форумы и встречи международного уровня, кинофестиваль «Ноев Ковчег», ежегодный исламский форум «Ислам, религия мира и созидания», спортивные соревнования. Все это проходит при мощном информационном сопровождении и, конечно же, способствует формированию позитивного имиджа республики. Кроме того, организовываются постоянные встречи журналистов с руководством республики. Особенно пишущие братья любят встречаться с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Оно и понятно, именно с его именем неразрывно связано все, что происходит в республике, будь то уничтожение членов незаконно вооруженных формирований или укладка асфальта по дороге в Туртихута. Конечно, не все пишут о нем в розовых тонах, постоянно предпринимаются попытки очернить его имя. И что? Кроме слухов и домыслов ничего так и не придумали. Хотя ничего удивительного в этом нет. Великие люди всегда были объектом великих сплетен. За каких-то 3 года создать заново то, что было уничтожено на корню, вернуть людям веру и надежду в хорошее и действительно лучшее будущее, это многого стоит. И действительно Рамзан Кадыров с этим справился и справляется. И этому я как человек, который первый раз приехал в республику, я могу это видеть со стороны людей, выражающих благодарность ему лично и всенародно, и также на плакатах. Мы видим, что везде, на каждом доме, почти на каждом, куда бы мы ни приехали, везде благодарят его. И это действительно, это великолепно. Точно так же я могу сказать и о самой Чеченской Республике. Великий народ всегда будет в гуще судьбоносных дел. Не всем это нравится, но всем придется с этим считаться. А то, что пишут Пыхаловы, Речкаловы и Кавказ-центры, пусть на их совести и остается. Тем более, что сами их имена стали символом дезинформации и сплетен. Но вернемся к нашим молодым журналистам. Как они сами говорят, впервые эта идея была озвучена на встрече молодежи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром Путиным на слете Всероссийского молодежного движения «Селигер-2009». В рамках визита прошли встречи молодых журналистов с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, с уполномоченным по правам человека Нурдином Хажиевым, в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации с коллегами по цеху и простыми людьми. Хорошая задумка. Молодости свойственна честность. Посмотрим, что они еще скажут по приезду домой. От журналистов очень многое зависит. И как они поставят в своих областях, в своих направлениях работу, от этого очень многое зависит. И мы, конечно, хотели бы, чтобы вы, уехав в свои регионы, взяли на себя ответственность и не говорили, что я один там смогу сделать. Надо это все ломать, надо эту всю систему ломать. И мы знаем, что это деградация общества, которая в стране, она может быть интересна другим, более сильным людям и странам или группам, которые бы хотели бы видеть нашу страну на коленях, нищую, бедную и разваливающую каждый день. Поэтому здесь в этом плане очень многое, что можно сделать, и каждый взял на себя ответственность. Знаете, что здесь во главе с президентом Чеченской Республики у вас будет мощный тыл. К чему я все это? Да к тому, что сегодня мы можем судить о том, что расчет тех, кто пытался рассорить народы России и этим ее развалить, не оправдался. Здесь, на южных рубежах, именно чеченцы отстояли целостность России как суверенного государства. И то охаивание Чечни и чеченцев всего лишь жалкие подуги моськи, лающие на слона. Все, что сейчас происходит в нашей республике, вызывает живой интерес во всем мире. И то, что некоторые извращают факты и события, станет всего лишь очередным гвоздем в гроб, где почит их политическое будущее. А моськи и среди журналистов, угоду хозяевам облаивающие чеченцев, только зарабатывают сомнительный и незавидный авторитет.